но и иностранные компании, в числе которых и я приглашаю для приветственного слова председателя Совета директоров компании «Сириус» господина Тао Жань. 非常荣幸啊，能参加米尔内油气论坛。Очень у меня большая честь участие на первом нефтегазовом форуме Республики Саха-Якутия. 而且来米尔内过了我们共同的石油工作者节。А также мы отмечаем с вами. 我呢也是。С вами предстоящий праздник нефтяников. 我和我的所在的这个杜伊马达油气公司在这儿已经有7年时间了。 Совместно со своим партнером Туймата нефтегаза мы уже здесь работаем 7 лет. 所以我跟同事们在一起过节也非常开心。 Поэтому мы очень рады вместе отмечать праздник со своими партнерами и коллегами. 那么这次啊，参加这个油气论坛是在米尔内。如果说过去我们的钻石产业给萨哈雅克人民带来了财富的话，那么我能看到的是，未来我们的油气产业会给我们萨哈雅库特共和国和萨哈雅库特人民带来更多的财富。 Первый нефтегазовый форум проводится в Мирном, да, и мы видим, что алмазная промышленность приносит и принесла большой вклад в экономику Республики Саха-Якутия. А я уверен в том, что в ближайшее будущее нефтегазовая промышленность, нефтегазовый сектор также принесет в республику очень огромный вклад в развитие экономики Саха-Якутия. 这次啊，我带来论坛上的是一个叫雅库特天然气勘探开发、管道运输和深加工一体化项目的一个设想。 В этот раз мы хотели бы вам представить один проект. Проект – это комплексно-газовый проект по освоению, разработке, транспортировке и глубокой переработке природного газа Республики Саха-Якутия. 这个设想的核心的项目就是建设一个上下游一体化项目。 Концепция этого проекта заключается в том, что создать промпарк нефтегазовый для использования приема газа Республика Саха-Якутия. 那么萨哈雅库特这个天然气资源十分丰富，这是我们是有目共睹的。 Саха-Якутия Республика очень богаты газом и нефтью. Это всем известно. 那么如何变成更多的财富呢？ А как сделать их богатством? 我们初步算了，计算过，就是说，如果天然气按照5卢布去销售的话，200亿立方米的天然气就是1000亿卢布。 Мы рассчитали, если за кубометр природного газа, да, 5 рублей, 20 миллиардов рублей, это уже 100 миллиардов рублей. 但是把它做成化工产品，变成更精细的化工产品，那么它的销售收入就会达到2万亿卢布。 А если мы сделаем из природного газа нефтехимическое производство, а 20 миллиардов кубометров газа нам принесет 2 триллиона рублей. 为了这个目的啊，我们从今年年初就在萨哈雅库特选址建设天然气化工厂，但是很遗憾，因为我们基础设施
比较薄弱，特别是对产品的对外运输条件，不是很理想，运能是有限度的。В начале этого года мы уже начали поискать местонахождение этого завода, но уничтожали из-за нехватки инфраструктуры, необходимой для вывоза готовых продукций. 那么 Мы не нашли. 如果说用掉100亿立方米天然气，做成1000万吨甲醇，都运不出去。 Ну хотя бы это, мы используем 10 миллиардов кубометров, сделать 10 миллионов тонн метанола, и 10 миллионов метанола нам невозможно вывести. 即使是在西伯利亚力量天然气管道建成以后，会大量的向亚太市场输出天然气，但是还会有很多天然气开采商的天然气没有去处。 Ну пусть в Новосибири уже введется в эксплуатацию к концу этого года, и пусть это увеличится объем вывоза природного газа на рынок Тихоокеанского региона, но все равно невозможно все природного газа, добытых нетропользователей Саха-Якутия, да, вывезет на рынок. 为此我们提了4个建议。 Исходя из этого, мы предлагаем 4 варианта или делаем 4 предложения. 第一，我们的天然气开采商，在萨哈雅库特政府的引导下，成立开采商的联盟，我们统一筹划天然气的开采和外输的计划。 Под координацией и руководством правительства Саха-Якутия мы создаем альянс нетропользователей на территории Саха-Якутия. 第二，建设由奥特拉宁到乌克金斯基到玛雅到阿扬港的天然气管道。 Второе. Построить газопровод от Ранинского месторождения через Мухтинское месторождение до Майя, потом от Майя до порта Аян, Хабаровска края. 我们通过我们初步的分析就是请俄罗斯国际能源工程公司的分析，和它的估算，那么总的里程是1830公里，总投资是1092亿卢布。 Предварительно мы посчитали, общая протяженность этого трубопровода составляет 1830 километров. Общая инвестиция на этот газопровод 109 миллиардов рублей. 输气量是200亿立方米。 Пропуская способность этого газопровода 20 миллиардов кубометров природного газа. 同时考虑把雅代克维柳斯克气田的气输入到管道里，在玛雅接入，那么呢也会有81到100亿立方米的天然气增加进来。 А также планируется строительство ветки газопровода от Среднеберезского месторождения до Мая, это природного газа Ятека, и объем примерно 8 миллиардов кубометров. 让我比较欣慰的是，我们上午的讨论和之前在雅库斯克跟雅代克跟萨哈油气运输公司的会谈，大家的意见共识是非常多的。 Но мы очень рады, что в процессе обсуждения всех вопросов по реализации этого проекта с коллегами, партнерами таких как Сахатранснефтегаза, ЯТЭК, Интерэнерджи Инжиниринг, это проектная организация, тоже активно участвует в этом подготовительных работах, пришли много, так сказать, общих мнений.
第三个建议就是建设，由我们萨哈雅库特政府，哈巴罗夫斯克边疆区政府，还有中方天狼星，公司共同规划建设阿阳化工园区。А также совместно с Республикой Саха-Якутия, Хабаровском крае, совместно с нашим партнером Амур Сериуса мы построить промпарк нефтегазовый. 共同享受啊，这个因为这个深加工带来的财富增加的财富。И тогда мы можем общее и совместно, да, пользоваться благами, которые принесет уже переработки газа и дальше сделать нефтехимию. 第四呢，就是加大招商引资的力度，把我们最优秀的天然气化工企业，引入到我们化工园区。Четвертое – это усилить деятельность привлечения потенциальных инвесторов в наш промпарк. 也就是说，变成2万亿的最终的目标就能实现。И только совместно с этими специальными компаниями отраслевыми тогда возможно реализовать это мысли, да, использованием 20 миллиардов кубометров газа и сделать их показом. 最后呢，我代表大家向我自己提问2个问题，并回答给大家。Дальше я бы хотел даже за всех присутствующих сейчас в этом зале себе задает 2 вопроса. 这么多项目，这么大的项目，这么多钱从哪儿来？ Такой огромный проект, столько денег, откуда их? 这个我说这个项目总投资，如果把第1阶段的项目规划好、建设出来，就需要7400亿卢布。 Первое, для реализации первой очереди этого комплексного газового проекта уже потребуется 750 миллиардов рублей. 那么首先我们取得了中俄地区合作基金的这个共同的合作意愿。 Сначала, в первую очередь, мы уже получили поддержку и согласие китайского, российского регионального инвестиционного фонда в участие этого проекта. 也得到了中国进出口银行的支持。 А также мы получили поддержку китайской экспортно-импортный банк. 我也希望啊，就是我们在萨哈雅库特共和国境内从事天然气开发运输的企业，我们共同协作，共同参与。 А также мы предлагаем все компании, которые занимаются добычей, транспортировкой и также глубокой переработкой природного газа Республики Саха-Якутия, а также российских, совместно с нами реализовать этот проект. 所以说我想，在目前中俄2国合作关系最好的时期，建设我们说的一体化项目，是在资金上、在技术上、在装备上进行充分的合作，是一个最好的时机。 Поэтому я хочу сказать, что сейчас это как раз тот момент, когда уже присутствуют все необходимые условия, такие как капитал, технология, оборудование и всякие другие необходимые условия. Именно когда Китай и Россия сейчас уже так близко
сотрудничать во многих и даже везде вот, в областях. 那么第二个问题，这么大的项目什么时间能建设完啊？ Второй вопрос. Как только проект реализуется, строится, 我们初步想的就是在我们萨哈雅库特政府在远东发展部的支持下，我们想尽快的完成项目的前期工作。那么在2020年以前吧，完成前期的准备工作。在2021年到2023年完成项目的建设。这不是单个项目，是整个项目的建设，包括管道，包括天然气化工厂。Мы надеемся, при помощи Республики Саха-Якутия и Хабаровского края мы можем завершить первый этап работы по проекту. Это до 2020 года создать уже структуру и в период 2021-2023 года уже построится проект. 谢谢大家，预祝我们油气论坛圆满成功。 Спасибо всем. Желаю успеха первого нефтегазового форума.